Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Давайте дальше обзор самых интересных и актуальных событий на сегодня. В 4 раза выросло число случаев укусов клещами в Якутске. В местности Ус-Хатын в преддверии проведения Исех-Туймады проведут акрицидную обработку. Количество обращений в медучреждения по укусам клещами в столице по сравнению с прошлым годом выросло в 4 раза, сообщает пресс-служба мэрии. По сравнению с прошлым сезоном в 4 раза выросло, сообщает пресс-служба мэрии. С начала сезона зафиксировано 16 таких обращений. В прошлом году на эту же дату было всего 4 случая. Такую информацию озвучил во время общегородской планерки представитель управления Роспотребнадзора. Он отметил, что в местности Ус-Хатын в преддверии проведения Исех-Туймады 24 июня проведут обработку специальным раствором против клещей. Изучить город изнутри. Такую цель ставят перед собой разработчики для создания корректного мастер-плана города Нерингри. Именно этот документ и станет основным, который будет регламентировать вектор развития всех сфер жизни. Уже прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие сотрудники администрации правительства республики, представители общественности и индивидуальные предприниматели. В течение 2 дней велась работа по поиску проблем и ресурсов города, ценностей, на которые можно опираться. Обсуждали ключевые направления, непосредственно сам образ будущего города и проекты его развития. В городе очень много звучит проблем с точки зрения миграции, например. Приезжает довольно много рабочих кадров, а уезжают ценная молодежь, и идет такой небольшой перекос. Да? Некоторые люди уезжают из Нерингри, это звучит как проблема. Говорят, что детям нечем здесь заниматься. Досуг хотелось бы, чтобы был организован лучше. Разные совершенно звучат задачи. Компания «Батамайская» в Ленском районе наращивает свое производство. Сегодня в день поступает на переработку 4 тонны молока. Производит более 17 видов молочной продукции. При этом потребность жителей района в молочной продукции предприятие закрывает. Сегодня она поступает в образовательные учреждения и детские сады, и поставляет в магазины города Мирный и недропользователям в Ленском районе. Но, несмотря на все вышесказанное, предприятие и дальше продолжает расширять перечень производимой продукции и радовать ленчан ее изобилием. Ну, на сегодняшний день мы на месте не стоим, уже готовим к цеху выпуск кисломолочного национального напитка «Бырпах». Также на днях запустим еще 2 вида сыра. И планируем к выпуску еще и творожную массу получается. Творожок, творожную массу, чтобы увеличить ассортимент в этом направлении, в направлении производства творога и творожных изделий. Эти 2 сыра у нас, качотта и моцарелла, у них срок созревания короткий, то есть от 15 до 20 дней, и они буквально через месяц появятся на прилавках наших магазинов. Детские лагеря получат гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью. В федеральном бюджете на это предусмотрено 210 миллионов рублей. Так, государственные и частные детские лагеря смогут получать федеральные гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья. Господдержка будет направлена на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо адаптировать уличное пространство и помещения, сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проемы, установить пандусы и подъемники, оборудовать спортивные залы и площадки. Гранты будут представлены по госпрограмме «Доступная среда». В федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 210 миллионов рублей. На Исехе в Мирном рекордное количество гостей станцевали осохой. Такого в Мирнинском районе еще не было. Давайте в следующем материале узнаем подробнее. Национальный праздник Исех по традиции открыл Алгысчит. Он задобрил духа огня кумысом, обратился к светлым богам Аи. Вдохновившись обрядом к национальному танцу осохой, подключились и гости. В костюмах и без, взявшись за руки, хоровод водили 500 человек. Рекордное количество для Мирного. Наш Мирнинский район многонациональный. У каждого народа
есть свои похожие традиции. Потому они так близки и понятны каждому из нас. Исеах для нас всех стал праздником дружбы, единения и согласия. Каждая якутская семья заранее готовится к исеху, шьют праздничную одежду, готовят национальные блюда. В основном якутская еда состоит из мучных, мясных и рыбных продукций. Это наш традиционный промысел. К празднику на территории комплекса «Земля Олонхо» администрация каждого поселения украсила урасу. Здесь гостей угощали кумысом и национальными блюдами. Без спортивных состязаний исех не исех. Ботуры померились в ловкости и силе в борьбе хапсагай. Маджины перетягивали палки. А самым зрелищным стало многоборье эрберде. 10 атлетов таскали камни весом 115 килограммов, бросали гири, сгибали железные прутья, двигали с места УАЗ. В очередной раз победу одержал Роман Риви. Ему достался главный приз – 100 тысяч рублей. В конкурсе «Запевал Асохая» участвовали и взрослые, и молодые. Таким образом, мастерство и техника исполнения Асохай передается из поколения в поколение. Могли люди запевать, танцевать хоть всю ночь, хоть несколько часов. Зыхи проводились несколько дней. И притом у каждой зоны, например, у Вилюйской группы районов, у центральных районов, свои мотивы, свои напевы. А по-настоящему украсили праздник костюмы гостей. Участники продемонстрировали летнюю и зимнюю одежду народа Саха. Сегодня в основном люди носят стилизованный национальный костюм, но именно в таких конкурсах мы видим традиционную одежду. По поверьям якутов, именно во время исеха люди заряжаются небесной силой на целый год. Их ждет удача и благополучие. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Ну что ж, а следующий материал, я уверена, не оставит равнодушным никого, и меня, и многих всех якутян и пользователей социальных сетей. Очень поразила история маленького экзотического животного – поссума. У меня в руках сахарный поссум. Это сумчатое животное, зовут ее Зефирка. Ей около года, но за это время с ней успела произойти просто невероятная история. Если просто услышать, можно сразу и не поверить. Впрочем, обо всем по порядку. Сегодня вот это милое маленькое создание – героиня нашего материала. А начать историю стоит с того, что от Зефирки в месячном возрасте, как это бывает в природе, отказалась мама. В естественной среде малышка попросту погибла бы. Но этой белке-летяге, рожденной в стенах зоопарка, судьба уготовила удивительное путешествие. В один день, когда мы убирали вольеры, мы видим, что просто маленький ребенок находится снаружи. Обычно, если они до 4 месяцев, они обязаны сидеть в сумке. Мы несколько раз честно пытались подкладывать ее, то есть засовывать к ним в домик, когда они спали, просто оставлять рядом, но ее всегда выбрасывали в дальний угол. Каждые 2-3 часа сотрудникам контактного зоопарка приходилось вскармливать малышку. Выхаживали ее дружным коллективом. При людях она открыла глаза, а человеческие руки заменили ей мать. Сегодня Зефирка абсолютно ручная, доверчиво тянется к посетителям, что, как оказалось, могло ее погубить. Этой весной средь бела дня животное пропало. Сначала работники подумали, что оно где-то спряталось, но благодаря видеокамерам установили, что к его исчезновению причастна молодая пара. У них тоже счастливое такое событие. Предложение сделал мужчина даме своей сердца, и они решили отпраздновать это походом по нашим зоопаркам. Зефирка залезла в капюшончик к ним. Они это просекли фишку, да, грубо говоря, то есть видят, что она туда-сюда залазит, то есть, в принципе, можно как-то это незаметно сделать. Ну и по камерам было видно, что Зефирка, то есть, куда-то залезла, ее аккуратненько взяли, аккуратненько сложили в карман и, спокойно еще походили немножко и вышли, то есть, на улицу. Проведя расследование, оказалось, что пара все же собиралась вернуть зверька обратно, но то ли была утеряна ими, то ли сбежала. Надежды на возвращение Зефирки почти не осталось. Найти крошку в огромном городе казалось невероятным. Она могла запросто стать добычей кошек и собак или замерзнуть весенней ночью. В тот день 15-летний Аркадий только что похоронил своего хомячка. Грустный возвращался домой, как вдруг заметил резво бегающего поссума. Я подумал, что это бурундук. И хотел его заснять друзьям.
типа, что так рано вышли, ну, из зимней спячки. Ну вот я там вижу, а это, оказывается, не бурундук, а летяга. Ну я руку ему вот так поднес, он сразу прыгнул, а потом под жилет зашла. Ну, я людей искал, хозяев, но никого не было. Так что я домой его забрал. Спустя несколько дней Аркадий с мамой услышали о пропаже экзотического зверя. И, конечно, благородно решили вернуть животное в родные пенаты. В знак благодарности зоопарк подарил юноше другого пасуменка. Я его назвал Ахиллесом, потому что он был диким каким. Кусался сильным еще. Ну, здоровым был таким. Ну, сперва так подумал. Ну, я его приучил немного, он уже не кусается, но руки все равно не привык к рукам, убегает. Ну, ничего не понимает, но все равно можно научить его. По частям, маленьким шажкам. И на этом история Зефирки не заканчивается. Буквально на днях она стала мамой. Как и положено, выхаживает пасуменков в сумке. А к любителю сахарных посумов зоопарк сегодня претензий не имеет. Человек раскаялся в своем поступке и честно хотел вернуть животное. Обе стороны вышли на перемирие. Ведь каждый может совершить ошибку. Пусть эта история будет со счастливым концом. Катерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ну что ж, на такой позитивной, доброй ноте наш выпуск подошел к концу. Встретимся уже сегодня в 17 часов. До встречи в эфире.